Я не буду долго рассказывать свои мысли на этот счет. Назовем это самый большой военный провал Кремля с начала специальной военной операции. Можно сказать, и с начала вот этих там, с 2014 года даже можно сказать. Но все это закончится очень печально для украинских вооруженных сил. Они будут либо вытеснены обратно, либо уничтожены, либо пленены, либо все три в разных пропорциях. Просто это произойдет медленно, туго, через определенные анатомические особенности, которые для этого не предназначены, путем больших потерь, большого позора, больших разрушений и много каких горящих инфраструктурных, важных, болезненных, репутационных, в том числе, объектов. И, скорее всего, обратная серьезная ответка, которая начнет процесс действительно зачистки, и, может быть, завершить эту зачистку. Но я думаю, что процесс серьезно начнется где-то к началу-середине октября и закончится, в лучшем случае, к Новому году, а так по-реальному к концу февраля следующего года, скорее всего. Но это, конечно, мои предположения, подозрения и опасения. Я могу, конечно, очень сильно ошибаться, но интернет штука такая, которая эту нашу запись сохранит, нам это вспомнит, и нам потом об этом скажут, насколько я прогадался, либо ошибся. Я буду рад ошибиться. Я буду рад, если все решится быстрее, проще, без больших потерь, без большой крови и так, чтобы по-хорошему. Правда, вот такие красивые, хорошие, быстрые, приятные для слуха и для восприятия прогнозы у меня никогда не было, и те, у которых были, никогда не случались. Я могу ошибиться по времени. Я думаю, что по логику и по сценарию процесса вряд ли сильно ошибаюсь.